Город снова в его власти. Единогласно главой Назрани утвержден Алихан Тумгоев. Чертова дюжина обратилась в хорошие показатели. Количество ДТП в Ингушетии за прошлый год снизилось на 13%. И это не предел. Всех на лыжи. В центре Леонида Тягачева проходит стажировку 13 ребят из Ингушетии. Их возвращение на курорт Арымхи ждут с нетерпением. Это новости 24, в студии Лейла Цурова. Добрый вечер. Кадровую политику в госучреждениях обсудили сегодня на встрече у Юнусбека Евкурова. В частности, речь шла о работниках, которые достигли пенсионного возраста, и о приеме на работу близких родственников руководителей учреждений. Так, по данным правительства, в республике работают более 2000 пенсионеров. Это учителя, врачи и другие сотрудники госучреждений. Глава Ингушетии отметил, что высшее образование за год получают сотни специалистов в разных сферах, и все они нуждаются в трудоустройстве. Руководство республики считает своей обязанностью устроить хотя бы тех, кто окончил учебу на отлично. Все это должно проходить постепенно в течение нескольких лет. А у правительства должен быть составлен список уходящих на пенсию и тех, кто их заменит. Ну а что касается приема на работу близких родственников, их выявлено около 300 человек. Евкуров велел аппарату правительства заново все проверить и принять в отношении нарушителей кадровые решения. Посмотрите, сколько должностей занимают люди, которые совершенно не отвечают требованиям обязанностей, образования. Люди, которые вообще на работу не ходят. При этом люди, которые имеют красные дипломы, люди, которые имеют образование, люди, которые имеют опыт, люди, которые приехали с регионов, умеющие работать, им нет доступа. Первые итоги работы по подготовке производства автобусов подвели сегодня на встрече главы региона с исполнительным директором компании «ДЭО БАС Ингушетия» Юнусом Гагиевым. Напомним, что в октябре Юнусбек Евкуров встречался с представителями компании «ДЭО» и рабочей группой по содействию в реализации инвестпроекта. Для встречи с руководителем региона в республику тогда прибыли управляющий директор и менеджер компании «ДЭО». Сегодня Юнус Гагиев отметил, что основная работа уже проделана, и к 4 июня с конвейера выйдет первый автобус. Мы сейчас планируем до конца января определить список ребят наших местных, которые поедут в Сеул, в Южную Корею, на основной завод для обучения. Это будет на первом этапе 10 человек, которые в течение месяца будут обучаться. На начальном этапе мы планируем 10 автобусов одной модели, 10 автобусов другой модели. Значит, после чего уже будем выпускать, рекламировать и предлагать нашу продукцию уже непосредственно на территории России и за ее пределами. А там уже под заказ будем производить. Реализация программы «Безопасный город» сегодня обсуждалась на заседании рабочей группы под председательством Юнусбека Евкурова. Сейчас идет работа над основным проектом. Система «Безопасный город» будет охватывать все населенные пункты Ингушетии. Глава поручил определить места массового скопления людей и участки дорог, где чаще всего нарушаются правила, для того, чтобы установить камеры видеонаблюдения. Для отслеживания съемок в республике будут созданы 8 ситуационных центров с головным офисом в Магасе. Глава региона отметил, что первый этап реализации программы нужно завершить до конца этого года. В проекте мы обозначим, какие это будут районы полностью, где будет у нас полностью работать система «Безопасный город». Но в данный момент мы занимаемся определением целесообразности определения каких-либо районов из тех, которые у нас есть. Сегодня депутаты городского совета Назрани путем открытого голосования единогласно утвердили главу администрации города Алихана Тумгоева. Присутствующие все как один отметили работоспособность мэра. Главное, что вся эта деятельность очевидно результативна. Однако властелин Назрани оказался критичен к своей работе. Репортаж Светланы Томовой. Тот темп в 2013-2012 году, который был, этот темп меня категорически не устраивает. Мы будем наращивать, некоторые программы будем пересматривать. И я думаю, что темп будет разы выше, чем были в предыдущих годах. И жители города Назрань на себе это все почувствуют.
Ну, Назрань действительно в хорошем смысле потеряла покой. Меняется дорожное полотно на трассах города, возводят жилые комплексы, ремонтируют систему водоотвода. Преображается и эстетический облик. Открывают зоны отдыха, разбивают парки. Подробности созидательной работы и реакция местных жителей у Мадины Албагачиевой. Многоквартирный жилой комплекс, который строится в Назрани, обещает стать первым в своем роде элитным домом в республике. Возводить его начали в 2013 году. На этом месте будет возведен многоквартирный дом на 215 квартир. В этом доме будут располагаться все те условия, которые нуждаются граждане, которые будут проживать в этом доме. Тут будет банк, будет прачечная, будет большая парковка, будет парикмахерская. И все, что надо человеку, будет в этом комплексе. Комплекс спроектирован таким образом, что он будет максимально отвечать принципам безопасности и комфорта своих будущих жильцов. Сдать объект планируется в 2015-м, ко Дню Республики. В городе идет не только строительство, но и планируется реконструкция. Жителям улицы Победы, который год уже не дают покоя, постоянные потопы. Дело в том, что эта улица является самой низкой точкой в городе. И в случае дождя или таяния снега вода заливает дома. Вообще-то на такой случай предусмотрена ливневка, но с отводом воды она не справляется и скорее выполняет роль канализации, куда сливаются нечистоты из домов. Ливневка была проложена еще лет 10-15 тому назад. Сейчас не может осилить те объемы, так как у нас строятся дополнительные учреждения, дополнительные предприятия, и ливневка не справляется с потоком воды. Надо провести капитальную реконструкцию ливневки. И мы сегодня утром на этой улице провели совещание вместе с газовиками и энергетиками, чтобы газовики навели порядок в своем участке газопровода, энергетики тоже будут наводить порядок. Эта новость вселила в жителей улицы надежду, ведь эту напасть некоторым из них приходилось терпеть аж с 60-го года. Мы на протяжении многих лет просили, жаловались. Сегодня мы считаем, думаем, что вопрос будет снят. Вот у нас есть большая надежда. Для горожан это действительно проблема. Они пытались все и сами решить, и куда только не обращались. Да к тому же это территория рядом с вокзалом, которая должна иметь надлежащий вид. Возможно, на сей раз проблему ликвидируют, ведь власти города взялись за нее серьезно. Мадина Албагачиева, Рахман Цуров, Новости 24. Ну а сейчас мы все-таки возвращаемся к теме утверждения главы Назрани, и сюжет к эфиру уже готов. Смотрим. Всего на должность мэра Назрани было 2 кандидата – Рустам Костов и Алихан Тумгоев. За круглым столом собрались как депутаты, так и представители администрации главы. Каждый, кто высказывался, говорил о преображении города и о том, что хотел бы в дальнейшем видеть те же положительные изменения в Назрани. Прежде чем приступить к голосованию, депутаты обсудили, были выступления депутатов. И в отсутствии уже самого кандидата было принято решение, тоже единогласно, на следующие 2 года эта должность единогласно был утвержден Тумгоев Алихан. Все присутствующие говорили, что Алихана Тумгоева на этой должности хотят видеть не только депутаты, но и жители города. Ведь с его приходом Назрань начала меняться в лучшую сторону. Мы все прекрасно знаем, какие позитивные изменения происходят после как глава администрации стал Тумгоев Алихан. Назрань, можно считать, цветет, расцветает. Это большинство его заслуга. Сам же Алихан Тумгоев понимает, предстоит выполнить еще больше работы. Тот темп в 2013-2012 году, который был, этот темп меня категорически не устраивает. Мы будем наращивать, некоторые программы будем пересматривать. И я думаю, что темп будет в разы выше, чем были в предыдущих годах. И жители города Назрань на себе это все почувствуют. Изменения, которые происходят в городе, замечают в первую очередь сами жители Назрани. Со временем, конечно, администрация, как появился Тумгоев Алихан, большие изменения появились. Так как видно сразу, как и расцветает город Назрань, хотя мы давно вместе выросли здесь, давно ждали такого, конечно, мэра. Очень большие изменения в городе, даже не нарадуюсь. Тумгоев Алихан, по-моему, его зовут. Вообще он, я считаю, человек доброй души. В последнее время, как Тумгоев Алихан занимает эту должность, процессы в этом городе
протекает в лучшую сторону. Лучше стали убираться улицы, больше наряднее стал наш город. Алихан Тумгоев стал главой Назрани второй раз. На эту должность его избрали на 2 года. Светлана Томова, Магомед Дидиков. Новости 24. Число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях снизилось на 13% в Ингушетии. Положительная статистика была озвучена на совещании в Магасе. Сегодня здесь подвели итоги работы подразделений Госавтоинспекции МВД по Ингушетии за прошлый год. Репортаж Марины Местоевой. В сравнении с 2012 годом количество дорожно-транспортных происшествий в Ингушетии уменьшилось почти на 13%. Число погибших в них на 20% и число раненых на 6%. Это самый низкий показатель за последние 3 года. Такие данные в своем докладе привел в Рио начальника УГИБДД МВД Ингушетии Магомед Бузуртанов. Организовано проведено более 1400 лекций. Если сравнить это с 5-летней давностью, то максимальное количество было 600-500, то есть в 2 раза больше проведено лекций, бесед, то есть внимание этому профилактике у нас уделяется больше, чем в предыдущие годы, поэтому, соответственно, результат аварийности, снижения детского дорожного транспорта и общего числа ДТП по республике. Также Магомед Бузуртанов добавил, что стабилизация идет по всем направлениям. Основными причинами ДТП по-прежнему является превышение скорости, выезд на встречную полосу и нарушение правил дорожного движения пешеходами. Свои отчеты представили и начальники территориальных ОВД республики. Также в ходе совещания намечены основные задачи на 2014 год. Среди них работа по профилактике правонарушений, это акции и лекции по соблюдению ПДД. Мария Местоева, Майырбек Миржоев, Новости 24. У этих людей особый взгляд на жизнь. Хаваш Аздоев не видит с рождения, но при этом читает Коран и помогает постичь священное писание другим. Метод Брайля освоил в Казани и теперь со своими товарищами планирует открыть центр по обучению слепых в нашей республике. Все трудности сводятся к финансам, но такое благое дело не должно остаться незамеченным. Напомню, в Ингушетии более 1000 инвалидов по зрению, и для них этот центр станет отдушиной. Репортаж Заремы Евлоевой. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ясин. Хаваш Аздоев с рождения не видел мир. Он родился незрячим. Но это не помешало ему окончить школу и медицинский институт. Хаваш воспитал 4 сыновей и дочь. Более 20 лет он проработал массажистом. Но в последние годы нашел еще одно призвание. Несколько лет назад Хаваш Аздоев научился читать Коран по методу Брайля. Система Брайля существует уже более 200 лет. Это чтение для незрячих, именно вот этой системой чтения переведено на многие языки. Русский, английский, немецкий и многие. Но сам Коран перевели только лет 15 назад. Фактически, я как и писал во всех этих обращениях, это сенсация века. А вот у Ислама Костоева раньше было 100% зрение. Но в 19 лет он ослеп после контузии. Год назад Ислам узнал, что в Казани есть центр, где учат читать Коран по методу Брайля. И сразу же поехал туда. Поехали в Татарстан. В Татарстане есть мечеть Сулеймана. В этой мечети все там предусмотрено, чтобы передвигаться, ориентироваться. Там есть место для тахарата, кухня, там учебные кабинеты, спальные. Вот. Там мы изучали Коран. И приехав домой сюда к нам, мы вот решили создать такой центр у нас в республике. Хаваш, Ислам и их друг Ибрагим Балаев окончили курсы для незрячих при мечети Сулеймана в Казани. Для них это стало точкой отсчета новой жизни, которую они теперь хотят открыть и для других. В Ингушетии более 1000 инвалидов по зрению. Желающих изучать Коран Хаваш принимает пока на дому. Ибрагим Плиев занимается у него несколько месяцев и уже выучил арабские буквы. Было бы очень хорошо, если бы открыли такой центр. Желающих там учиться много, ведь изучать Коран – обязанности каждого мусульманина. Благодаря стараниям Хаваша я тоже стал изучать Коран по методу Брайля. В апреле 2013-го Хаваш Аздоев перенес микроинсульт, из-за чего вынужден был прервать курс обучения. Но желание получить новые знания победило, и уже через 4 месяца он снова уехал в Казань. Теперь эти люди хотят дать возможность незрячим изучать Коран у себя в республике, дать им новый жизненный стимул, научить видеть сердцем. Зарема Ивлоева, Рамзан Миржоев, Новости 24.
В детские сады будут принимать малышей в порядке электронной очереди. Теперь каждый ребенок может своих родителей смело считать продвинутыми пользователями. В Ингушетии заработала новая автоматизированная информационная система. Родители, не выходя из дома, могут внести свое чадо в базу данных и самостоятельно контролировать процесс продвижения в списке. Милана Хашагульгова расскажет поподробнее. Электронная очередь в детские сады – это база данных, где должно быть отражено, сколько детей нужно зачислить в дошкольные учреждения по региону в целом и по каждому населенному пункту в отдельности. Дает возможность принимать заявления, вести учет, зачислять детей в электронном виде. Дает информационную открытость, все прозрачно. Родитель может зайти и посмотреть, на какой стадии его заявления, как продвинулся ребенок по очереди. Сейчас возможности пойти в детский сад в Ингушетии ждут почти 35 тысяч малышей. В настоящее время ведется работа по внесению их персональных данных в единую базу очередности. Только в одной Назране 4 тысячи очередников. Это несмотря на то, что в городе 6 детских садов, куда уже ходят более 1200 ребят. Сама система рассчитана так, что все дошкольные учреждения будут взаимосвязаны. То есть мы сможем отслеживать очереди не только по городу Назрань, заглянуть и на сайт Малгобека и так далее, и так далее. И в то же время бояться того, что двойники будут, уже не придется. Даже сами родители говорят, что электронные очереди в детские сады будут очень удобны для них. У меня у самой маленький ребенок. Ну, я считаю, что это очень удобно, потому что сейчас большинство молодых мам, они работают, и как бы выходить с работы, отучаться, я думаю, что очень удобна система электронная, что можно зайти, мало того, что можно встать на очередь и еще ее отслеживать. Конечно, это удобно, потому что родители, сидя дома, могут отслеживать очередь, могут также подавать заявления. Я думаю, что это очень удобно. Через портал государственных услуг родители могут заходить на страницу электронных детских садов и ставить детей на учет, следить за движением заявления, оплачивать услуги частных дошкольных учреждений. Работа по ведению этой системы в Ингушетии должна быть завершена до конца января. Милана Хашагульгова, Юнус Тучоев, Новости 24. Все, кто давно хотел встать на лыжи и освоить сноуборд, но по каким-то причинам им это не удавалось, уже совсем скоро смогут приступить к делу. На горнолыжном курорте Арамхи будут работать более десятка профессиональных инструкторов. Сейчас они оттачивают свои навыки в Центре подготовки инструкторов по горным лыжам и сноуборду Леонида Тягачева. Идея стажировки принадлежит главе региона Юнусбеку Евкурову. Вернувшись домой, ребята станут практически первооткрывателями этого спорта в республике. Предлагаем вашему вниманию сюжет наших коллег из постпредства Ингушетии при президенте России. В Центре активного отдыха горнолыжный клуб Леонида Тягачева, старейшем горнолыжном курорте Подмосковья, традиционной тренировочной базе сборных России по горным лыжам и сноуборду, сегодня под руководством опытных инструкторов обучаются 13 молодых ребят из Ингушетии, которым в скором времени предстоит вернуться на родину и стать первооткрывателями горнолыжного спорта республики. Ну, само по себе искусство, очень нелегкое, непростое. Но если учиться, то получается достигнуть. Практически ребят опекает постоянный представитель Республики Ингушетия при президенте Российской Федерации Ваха Евлоев. Регулярно посещает Центр Леонида Тягачева, общаясь с ребятами и их инструкторами. По словам тренеров-наставников, которые к началу наших съемок работали с другими группами будущих инструкторов, ребята из Ингушетии занимаются хорошо и готовы к предметным зачетам. Свою готовность подтверждают и представители республики, готовящиеся к выходу на тренировочные площадки горнолыжного центра. У нас должны быть зачеты завтра. Аттестация должна быть. Ну, вы готовы? Конечно, да. По лыжам, да. Здесь также укрепляют свое здоровье и представительницы прекрасного пола из Ингушетии. Девушки уверены, что совсем скоро данные виды спорта станут массовыми в республике. Нам очень тут нравится. Мы катались уже на лыжах. Сейчас будем кататься на коньках. Мы сегодня катались на лыжах. Это вообще завораживающее зрелище. И сами испытывали такой адреналин. Это очень красиво. И
Ну, мы сейчас будем кататься на сноуборде, это тоже просто предвкушение. Будем с друзьями, с семьей тогда регулярно ездить и кататься. Это будет больше развивать нашу молодежь именно в спорте. Это будет, я считаю, что это будет замечательно. Через 2 недели инструкторы и специалисты вернутся в Ингушетию, где начнут обучать горнолыжному искусству всех желающих. И думается, совсем скоро республика сможет принимать у себя туристов не только со всей России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Тем более, что в Ингушетии ожидается строительство горнолыжных трасс с общей протяженностью более 60 километров. Многие из обучающихся ребят живут в горных селах, знают отлично местный климат и желание молодежи осваивать горнолыжные виды спорта, что говорит о реальных перспективах развития туристического кластера Ингушетии в недалеком будущем. В продолжении темы спорта поговорим о главном. Олимпийский огонь уже, так скажем, добрался до Пензы. Его маршрут затронет все основные районы города. Общее число факелоносцев – 205 человек. Ну а в Ингушетии эту роль репетирует мастер спорта международного класса Хусейн Халмурзаев, один из участников огненного шествия по нашему региону. С ним встретилась Фатима Кариева. Мастер спорта по международному классу, победитель чемпионата Европы и обладатель Гран-при Хусейн Халмурзаев, участник эстафеты Олимпийского огня. Эту радостную весть сообщили по телефону, когда он был на сборах в Адлере. Приятная новость поспособствовала его победе на предстоящем международном турнире в Алма-Ате. Это для меня было очень такой приятным, большим событием, услышав, что я факелоносец. И буквально через пару дней мы поехали в Гран-при Алмату. Очень для меня очень ответственное соревнование. Что для меня, я поехал туда уже вот таким с хорошим, с позитивным настроением, и я приехал там с победой. В копилке 20-летнего спортсмена десятки побед. Двукратный победитель Европы среди юниоров, призер первенства мира, лучший дзюдоист Европы 2011 года, самый перспективный юниор Европы 2012 года. Каждое выступление для Халмурзаева – история в его спортивной карьере. Но самым запоминающимся, пожалуй, будет участие в эстафете Олимпийского огня. Это большое событие. Для меня была большая честь услышать, что я буду участвовать в Олимпийском огне. Это редкий случай, не каждому удается. И для меня это, и для нашей республики, я горд тому, что это в дальнейшем буду радоваться этим событиям. Это память, так сказать, на всю жизнь. Символ Олимпиады по Ингушетии пронесут 16 человек. Эстафета Олимпийских игр в Сочи станет самой продолжительной в истории зимних игр. Пока он находится в Пензе, в Ингушетии считают дни до его прибытия. Фатима Кариева, Муса Хамхоев, Новости 24. Вот такие на сегодня новости. Спасибо за внимание и спокойной ночи.